Впервые на платформу железнодорожной станции селения Майское Муса Мациев вступил 8-летним ребенком. Тогда он еще не осознавал, что лишается дома на 13 лет. Внезапную смену обстановки, новые лица, громадный локомотив поезда – все воспринимал с интересом и тревогой одновременно. Взрослые тоже не были информированы и не подозревали, что мирное население в одночасье могут объявить врагами советского народа. Нас сразу с Куртата провезли сюда. Когда везли, еще днем погода нормальная была. Когда мы сюда подъехали, мокрый снег шел, пасмурная, очень холодная погода была. И здесь уже готовые стояли вагончики в ту сторону. Вот, уже машины некоторые уже грузились здесь. Транспорт был американский, вот, студебекеры. У родителей была паника. Детям это не понять. Вот. И грузят на вагонке. Некоторые говорят, война будет, мы увозим вас вот, в другое место. Вот, солдаты говорили другое. Крепитесь, ничего. Вот. Куда-нибудь хорошее место привезут вас. Мусе Ахметовичу и сейчас тяжело вспоминать о прожитой в этот период трагедии. Боль родителей прошла и через него. Железнодорожные пути и эта станция помнят 23 февраля. Жители сел Гадаборшево, Мочхиюрт, Галгаюрт и с многих других за короткий отрезок времени были вынуждены оставить дома и имущество. Мужчины брались вывести нетранспортабельных пожилых людей, а женщины собирали все, что могло им пригодиться в пути. По воспоминаниям Мусы Мациева, 23 февраля, примерно в послеобеденное время, сюда, на железнодорожную станцию, где располагается старый концерный завод, начали собирать ингушское население пригородного района. На все про все им дали 20 минут. 20 минут на то, чтобы запастись теплыми вещами и едой. Как вспоминает сам Муса, пугала неизвестность и неопределенность. Куда их везут и надолго ли? Обстановка внутри вагона была почти такая же, правда нары были двухъярусные, сквозь балки задувал пронизывающий ветер, щели закрывали соломой. Ее заботливо припасла мама, вспоминает Муса Мациев. Она же взяла с собой небольшой мешок муки из жареной кукурузы. Случилось такое, что на одной из станций некоторые злоумышленники подпилили днище вагона и выкрали запас. И таких историй по пути в Казахстан много. В вагоне из родственников Мусы находились еще два его дяди. Все молились и поддерживали друг друга. Тем временем локомотив с составом подъезжал к Казахстану, и невозможно было представить их реакцию и отношение к ингушскому народу, ведь их сначала продезинформировали о том, что к ним едут людоеды и убийцы. Муса Ахметович, расскажите, пожалуйста, вот, как к вам отнеслись казахстанцы? Некоторые недоверчиво относились, некоторые очень дружелюбно. Потом уже, как мы втерлись в этих местах, вот, общий язык находили, вот, очень добро относились. Два родных брата вместе с новорожденным в вагоне поезда третьим прибыли в Кокшетавскую область. Там их распределили в казахские семьи, ютились в приспособленном для переселенцев домике. Остальные родственники обживались в нескольких километрах от них. Надеялись, что это временно. Вскоре отец с сыном принимают решение вывести семью поближе к родным. Делает это вопреки комендантскому часу и военному положению. Транспорт долго выбирать не пришлось. Мы оттуда с этими телочками купили бричку, вот, и ночью научили их в запряжке. Вот. Смешно. В запряжке. Вот, погрузили, вот, бабушка наша, вот, мать моя наша и два дяди. И это наша семья. Ночью убежали оттуда. И вот мы там, Акмольская область, вот, Акульский район, вот, колхоз хлебороб, село Никольское было. В этом месте мы обосновались до 50
1956 года. В 1957 году, после восстановления Чечено-Ингушской ССР, отец Мусы вместе с семьей вернулся в родное село Годоборшево, но сам Муса Мациев остался в Казахстане. Поступил в училище на комбайнера-механика. Далее отучился в автошколе, проработал в колхозе 5 лет, производил саманные блоки. В городе Балхаш Карагандинской области в 1962 году призвался в армию. Плесецк. Вот, секретные части, вот это секретные ракеты сейчас запускают, эти части были секретные тогда. Вот. И я там проработал в стройбат. Вот. И у меня же права, уже 3 года я как получил права, работал на машинах. Меня на автобус посадили. Вот. А там еще каждый месяц деньги зарабатывают солдаты, все платили. Отслужив 3 года в Казахстане, вернулся на свою малую родину. Устроился работать рядом, во Владикавказе, водителем кареты скорой помощи. Водил маршрутное такси, и вроде бы жизнь пошла своим чередом. Только вот слишком много потерял в годы депортации. По пути умер дядя. По прибытии скончались другие родственники. Там же, в Кавказских степях, похоронена и его мама. Хоть и минуло с тех событий 78 лет, рассказывая это, Муса будто проживает эти годы заново. Адам Мережков, Магомед Дедигов, Новости 24.